Меня зовут Сухарева Вера Якимовна. Мне 63-й год. Я живу уже около лет 26 в этом доме. С нетерпением жду расселения. Дом аварийный, признан в 2014 году аварийным. Вот все мы жильцы ждем расселения этого дома. Он признан аварийным в каком году? Он признан аварийным в 2014 году. Хотя документы мы все сдавали в конце, где-то в ноябре, в октябре 2013 года. В каком сейчас состоянии находится дом? Дом в ужаснейшем состоянии. Весной и осенью нас постоянно топит. Но хорошо, спасибо, у нас управляющая компания «Юнион». Они по первому звонку нам отправляют сантехников, которые устанавливают насосы и откачивают нас. Угу. А что именно конкретно, какие проблемы в доме? Проблемы? Ну, дом совсем завалился. Холодно, под домом стоит вода, у меня первый этаж, первая квартира, вода зимой замерзает, дома холодно, и сырость, страшная сырость, и стены отходят, полы неровные, весь дом в ужасном состоянии, конечно. Не только у меня, у всех, у всего, и второй этаж, и первый этаж. Вы квартплату платите? Ой, квартплату я месяц в месяц плачу, у меня задолженности нету, я хороший плательщик. А за капремонт вы платили? Нет, за капремонт мы не платим, как дом признали наш аварийным, все жильцы этого дома не платят за капремонт. В 2015 году тут был такой большой праздник, да? В 2016 году, да, помню, очень хорошо, музыка была, такой большой праздник был, пафосно все, красную дорожку постелили, шамана пригласили, артистов, они тут танцевали, плясали, шаман денежки там закапывал, все, что стройка будет, стройка, начали как-то, то денег на сваи у них не было, то еще что-то. Джода китайская фирма. И вот непонятно что, и вот видите, сколько 3 года уже стоит, стройку заморозили, строительства не будет. К этому дому нужны коммуникации, канализация, вода, свет, все это на это все требуется, как застройщик тут был, говорит, около миллиарда рублей. Город, мэрия эти деньги не дают на строительство. То есть в 2016 году вы реально поверили в то, что дом будет снесен, да? Да, конечно, мы поверили, что построят этот дом, причем быстрыми темпами они хотели этот дом построить, быстро, и что нас заселят сюда. И мы все были рады, довольны, конечно, с нетерпением ждали, а эта стройка угасла. А когда вы поняли, что не будет ничего? Как начали, мы изначально уже поняли, что как только начали, у них, во-первых, денег не было на сваи, потом ДСК сваи им там в долг как-то дал, потом стройматериал в долг завозили, в общем, такая ситуация. Мы сразу поняли, что тут ни шалка, ни ватка эта стройка, непонятно как, будет она, не будет она, вот в таком духе. А кто признал дом аварийным? По чьей инициативе это было? Это мы сами жильцы, у нас инициативная группа. Тут у нас 11-я квартира Галя, там у нас такая женщина очень хорошая. И мы собрали деньги, наняли комиссию эту, заплатили все. Тут 3-4 комиссии, с мэрии приезжала, с департамента жилищных отношений комиссии, каких только комиссий не было. И действительно, они говорят, да, дом, конечно, аварийный, он заваливается, он не сегодня-завтра рухнет. То есть инициатива изначально была не за мэрией, а за вами, да? Нет, конечно, мы сами жильцы, мы сами деньги собирали, мы все сами делали. Мэрия никакой инициативы, никакого интереса к нашему дому не проявляла. Мэрии все равно. А можете сказать что-либо, какие в последнее время, какое вам внимание уделяется? В последнее время, у нас, когда была у нас управляющая компания «Дюлус», это было что-то, это вообще яма была, это просто неповторимо. Курчатова там такая есть, они помойку не убирали, воду эту не откачивали. А вот сейчас у нас «Юнион», управляющая компания, они вообще молодцы, только звонишь, лампочки там, тут же сразу же в этот день приходит электрик, лампочки в коридоре вкручивает. Я не так давно электрика вызывала, только позвонила, через 2 часа электрик уже пришел. Только нас воды полный коридор топит. Только позвонила, сразу приезжают, ставят насос, откачивают все. Помойку всегда убирают, всегда чистая. Всегда чистая. А Дюлус месяцами не убирал. Тут такие горы, такие залежи были. Это было что-то, это кошмар был. Нам поставили сигнализацию. Вообще это очень хорошо. Не так давно у нас был случай, буквально еще месяца даже не прошло. Соседка поставила варить там что-то поставила и ушла, и забыла, и у нас все задымило, сигнализация заработала. Приехала эта
компания «Ратник», которая обслуживает эту сигнализацию, они быстро все сделали, все там, ну, вообще молодцы. Ну, вот, это вот хорошее дело. Для вот таких деревяшек, для наших на квартале, вот эта сигнализация, это очень большое дело. Там у нас выгребную яму для жидких, вот для жидких проделали. Нормально у нас там сейчас более-менее чисто. Ну, то есть выгребная яма, чем она помогает? Она чем помогает? Ямы не было, лили куда попало, лили, там было море целое, болото было, непонятно что. А яму сейчас сделали, там хорошо отсыпали. Вот не так давно опять песок привозили, два КАМАЗа привезли. Яма высокая такая, и теперь там проходишь спокойно, там сухо. Угу, Туалет убирается. Будет расселен. Сейчас я скажу. Да, я жилец с Якутской 39, с 11 квартиры. Вас как зовут? Николай. Николай. После дождей нас все время затапливает, как бы вот из-за стройки, то, что ее построили, там подняли, получается, землю, и когда дождь идет, вода вся сюда стекает. Ну, как бы это ладно, устраняют, потом, ну, дом разваливается, все стены рушатся, как бы, гнутся. Давайте посмотрим, как конкретно там. Ну вот даже вот здесь вот посмотрите в подъезде, вот я вот стою, у меня голова нагнутая, даже полный рост встать не могу. Этот дом уже просаживается, под домом по-любому стоит вода, сырость постоянно. А как было, например, ну, когда он стал просаживаться? Давно это? Ну, я тут живу уже сколько, лет 10, как бы с каждым годом все хуже и хуже становится. Можно выйти, неудобно стоять. Вот. Так, здесь, значит, вот так приходится, да? Так, это здесь. У вас благоустроено? Нет, частично благоустроенная, слива нету, холодная вода только. А где сигнализация стоит? Сигнализация вот стоит. Вот же. Ага. И на втором этаже. Работает она, да? Да, конечно, она вообще хорошо срабатывает. Вот спасибо, то, что поставили ее. Уже этот... Теперь хоть поспокойнее спать стало. И на втором этаже, да? Да. Насосная станция стояла... Насосная станция стояла вон там, и получается, когда начали делать застройку, ее просто убрали и вот отгородили. Получается, тут подняли еще землю, начали заливать. После дождей постоянно вода стекает на наш дом. Ну, это можно отсюда даже видно, то, что под углом все идет. Ну вот, То есть до 2014 года, до 2016 года затапливало не так сильно, да? Ну, вообще практически не затапливала. И плюс к этому насосная станция, она позволяла... Ну да, она просто быстро устраняла затопы. А сейчас вот, допустим, привозят насос, как бы это все равно же время, а раньше можно было спокойно все это сделать. А сама стройка чем еще? Тут дети играют до ней, да? Да, тут помимо того, что тут дети играют, это опасно, да, тут еще и собираются иногда бомжи всякие, там, распивают спиртные напитки, шума наводят. Был момент, что даже милицию вызывали, как бы их увозили. Алексей, вы представляете управляющую компанию «Юнион». Давно вы здесь работаете? На квартале? Да. На квартале работаю с 2014 года. Сколько у вас домов? Общий по городу? По городу и по кварталу. 643 дома по городу. 643. Деревянных многоквартирных домов. А по кварталу сколько у вас? 278. Это все проблемные, ветхие, аварийные, неблагоустроенные, да, фонд? Процентов 80, да. А какова на сегодняшний день задолженность? Общая по около 130 миллионов рублей по городу. И только нарастает она, да? Жилищные услуги, да. То есть вы здесь работаете с 2014 года. Какие мероприятия вы провели для того, чтобы как-то улучшить жизнь людей? Ну вот за последний год, да, совместно с окружной администрацией, да, благодаря окружной администрации у нас установлены 34 выгребных ямы, 88 баков под сухой мусор, так как с 1 января вывоз мусора относится к региональному оператору. Также установлены в зимнее время таблетки под мерзлые бытовые отходы, под жидкие бытовые отходы. Но все равно квартал стал чище, да, мы почувствовали какую-то помощь от окружной администрации, от властей, то, что есть ямы выгребные новые установлены, это более чище.
поставлены новые баки. А вы можете сказать, вот выгребная яма, вот, чтобы люди понимали, что это? Вот. Выгребная яма это для слив жидкобытовых отходов. Дома это ЧБшные. Ага. Вот выгребная яма, да? Житель идет, берет ведро, выливает сюда, потом приезжает жилкомсервис, это все откачивается, чистится корыто и также обратно заливается. Чтобы не выливать это на территорию, жидкобытовые отходы. То есть, когда не было ямы, как это выглядело? Ямы были всегда, но не, не так массово они обновились в этом году. То есть, именно в каком состоянии была яма, что доставляла проблему? Вот, Ну вот, например, яма старая уже, земля ходит, она валится, уходит вниз. То есть, человек приходит, льет, а она забитая, например, да, или как? Мы чистим это все, мы это откачиваем. Поднимается вот крышечка, есть, она поднимается, там вставляется и качает. Ну, то есть выгребная яма, она позволяет... Не мокрить квартал, как бы, осушить, сушит его, не дает разливам. И этих ям стало больше, да? 34 ямы в этом году. Насколько это повлияло на ситуацию? Очень хорошо, это очень хорошо. Это нету разливов, да. Это людям все равно, люди стали понимать, что надо как бы смотреть. Он взял ведро жилец, вылил, и уже понимает, что яма предназначена для жидкобытовых отходов. То есть культура какая-то появилась, да? Но она всегда была, как бы, да. Но нету разбросов таких уже сильно у нас. Мы все равно как бы почувствовали чистоту, видим мы это. И какие еще мероприятия? Выгребная яма, баки, да? В этом году установлено в 140 домах городу пожарная сигнализация, что предотвращает пожары в квартирах. Да. Даже вот подрядчик, кто, например, есть случаи выезда, например, подгорания пищи, она сразу пищит, и уже это спасается дом. Курение в подъездах прекращено. Как бы люди уже не так часто курят в подъезде. Ну, то есть уже сама сигнализация им просто... Помощь, да. Дома стоят, и они еще будут как бы устанавливаться, да. Это тоже софинансирование окружной администрации. Установлены пожарные сигнализации в домах. А вот есть такое мнение, чтобы вот прозвучало заявление, что зачем поддерживать за счет капремонта, да, эти дома, когда все равно они идут под снос. Если мы будем улучшать их состояние, мы отдаляем время их признания ветхими аварийными, соответственно, снос. Вот вы, как представитель управляющей компании, которая работает с этим фондом, что можете сказать? Но все равно поддерживать деревянные многофамильные дома надо. Это ремонт электрооборудования, кровли, полы на первом этаже, потому что все же проседает ветхость, 60 лет дому, 50, 30. Все равно надо поддерживать какой-то ремонт. Электрика, это самая кровля. Ну, то есть, а как вы видите, вот, чтобы это дело вот сейчас вот хотят убрать строку капремонта, ну, имеется в виду, чтобы эти дома не будут ремонтироваться за счет капремонта. Как это отразится? Вот вы, как управляющая компания, чего опасаетесь? Ну, мы хотим, чтобы какую-то придумали подпрограмму для нас, для деревянного жилфонда. Хотя бы частичный ремонт кровли где-то был, текущей электрики. Все равно поддержка, ну, как бы надо все равно проводить этот ремонт. Выделяются субсидии на поддержку деревянного неблагоустроенного фонда, это тоже очень хорошо. Например, в этом году мы сделали отопление, кровлю, электрику. Ну, не во всех домах, но в 3 дома электрика у нас есть. Обновили, да? Да, потому что это очень нам помогает. То есть, если отменят вообще какую-то либо поддержку за счет того же капремонта, электрика просто будет быстро приходить в негодности, а если еще и тем более пожарной сигнализации не было бы, да, дома бы просто как спички сгорали бы.